то, что сегодня кандидат в Гагарском районе собралось, как видите, очень много населения, молодежи, пожилые люди. И от имени матерей погибших воинов хочу сказать несколько слов. Ибо не погибли бы и не встали бы на защиту Родины, как наши сыновья, не сложили бы головы. Сегодня этого суверенитета из свободного абхазского государства не было бы, к сожалению. Но так как некоторый раз нас вообще забывают, хотя это очень больно, сегодня один из ораторов, когда сказал, что наш экс-президент Жанне полностью списывал мнение Совета Старейшин. Я не сомневаюсь в этом. Я глубоко убеждена, что этот человек не пришел к нам с уважением и с любовью нашего абхазского народа, этноса, который является аборигенами, хозяевами этой страны. И они его долго защищают, стоят на этой позиции, что на этой земле тысячелетиями наша нация имеет право проживать, и право свое должны каждый раз доказывать. Приходится так. И это очень обидно. Я лично писала письмо экс-президенту Жанне по отношению таких людей, как бы матерей обездоленных. Есть семья погибшего, но есть матеря обездоленные, которые не имеют наследника вообще. Их очень мало. Как вот я в лице этих матерей хочу вам сказать, уважаемый кандидат, вот наш статус надо рассмотреть. Этот статус, он должен отдельно проходить. Рассматривалось как семья, потерявшая единственного сына. Но оно рассматривается, что у кого есть 3 дочери. И дай Бог развития, они развиваются, у них растут внуки. А если мать, которая потеряла, не имея ни одного наследника, это другой статус. Пожалуйста, если вы окажетесь на посту президента, в вашей группе пусть рассмотрят это. А мое письмо в Жанне порвал и выкинул. Он не ответил. Это очень больно. Вот как этнос нарко, когда они уходили на охоту или на какие-нибудь подвиги, мать выходила и делала наставление, чтобы они вернулись с победой, живыми и здоровыми. Я вам желаю пройти этот путь удачно. Оказавшись на этом кресле, где очень многие меняют свои позиции, обещая нам что-то другое, а на посту они просто обесцвечиваются, меняют шкуру. Год змеи. Может, с нами еще раз случится, что скинет эту кожу, станет он другим. Я надеюсь, что вы красивый, умный, интеллигентный, воспитанный, любящий Родину, носящий фамилию Ардзенбах, которая у нас приводит в чувство радости, волосы дымом встают, когда мы первого президента фамилию называем. Вы носите эту фамилию. Если вы оскверните его фамилию, вы тогда не Ардзенбах настоящий. Говорят,
Русская пословица: не все золото, что блестит. Чтоб так не было, я вам желаю в вашей команде больше всего, кого я сейчас рассматриваю, я поддерживаю вашу кандидатуру, вашу команду. Будьте здоровы, счастливы. Всегда держите диалог со своим народом. Если к вам обратились, найдите время. Прислушайтесь к чаянию своего народа. Уважаемые присутствующие здесь, как мать, как сестра, всем вам желаю избрать такого президента, чтобы вы не пожалели. Дай Бог, в этот 5 лет вы выросли во всем. Вот чтобы, знаете, когда человек не радуется, он не может расти. Он может богатеть, но он внутри, он гнилой, он злой, он никуда он не смотрит. Он только видит, сколько он накопил, сколько, какие гостиницы бы он не построил. Человечность у него будет погибать. Будьте здоровы, счастливы, всего хорошего, удачи всем, всем залу и вам всем.